Я Игорь Шатров. Мы продолжаем наше прямое включение с площадки 3-го международного русского кинофестиваля. У меня новый гость Юлия Воинова, Жунич, режиссер фильма, автор, вообще написано оператор, музыкальное оформление тоже. Да. Фильма «Я тоже русский. Две мечты сербского поэта». Фильм представляет страну Босния и Герцеговина, на самом деле республику сербского. Плюс Донецкую Народную Республику и Россию. Вот, и вот об этом, наверное, мы сейчас поговорим, и в контексте фильма, и вообще в контексте судьбы автора в том числе. Во-первых, о чем фильм? Фильм о любви к России, о мечте поэта. Главная мечта поэта, который серб, родился на сербской земле, но возлюбил всем сердцем Россию как свою вторую родину. Главная мечта Любомира Поповича, главного героя вашего фильма. Да, чтобы Россия, Республика Сербская и Сербия были вместе, как три брата-богатыря, защищали свои интересы и несли мир и добро не только себе, но и всем другим народам. Я понимаю, что это очень интересный человек, с которым вы однажды встретились на сербской земле, да, несколько лет назад, а сами вы на этой сербской земле оказались тоже в результате непростых событий, которые происходили на вашей родине, на Украине, и сейчас еще продолжаются. Вот давайте сейчас немножко вашу биографию соединим с биографией вашего героя и поговорим в целом обо всем об этом. Расскажите, как вы оказались в Сербии, что было до того? Ну, так, вкратце. Я родилась на земле Всевеликого войска Донского. Я казачка. Работала в последнее время, собственно, это главное время моей жизни, такое было там. Начинала я на Донецком областном государственном телевидении. Работала ассистентом, что-то режиссером, союз журналистов, естественно. Вот. У меня были победы на кинофестивалях, тоже на международных, но они в основном проходили в Украине там, или в Крыму. Вот. И потом, значит, когда начинались уже аресты, вот уже после Майдана. В 2014 году. Да. Мы понимали с казаками, я пресс-атташе Терской казачьей общины посольской в городе Харькове. Мы видели эти все события, наблюдали все, что в мире происходит, понимали, что у нас будет скоро. Еще мой духовный отец предсказал нам, что вскоре будет война, протерей Михаил Илларионов. И, в общем-то, начались эти все события активно. И вскоре наш атаман Михаил Резников был арестован. И 3 года его продержали в СБУ, пытались, страшно вообще, чудом выжил. Вот. И мы за него боролись, естественно. Благодаря тому, что я уже была в Москве, мы тут стали бить все колокола, телевидение, там, СМИ, там разные государственные органы подключать. Великим чудом мы его обменяли. Вот. Я провела 3 года политэмиграции в Москве. Да, в Москве. Я трудилась. Познакомились с вашим будущим мужем? Нет, мы с супругом познакомились раньше. Мы в 2012 году повенчались. Ах, вот так. В 2012, до войны. Просто у меня были проекты, которые я доделала там, и поэтому мы брак не успели заключить. Там надо было определенное количество бумаг. Брак вы заключили только на небесах. Да. По державным этим нет. И когда я уже получила гражданство российское, чудом тоже, я не ожидала, не искала, но просто на голову свалился вообще великим чудом. И тогда мы уже заключили брак, я полетела туда. И, в общем, в 2016 году, когда я уже закончила тут свои главные дела, помогала я еще, я была помощника начальника города УФСИН города Москвы. Протерея Константина Кобелева. Какая у вас сложная, интересная, разнообразная биография. Очень. Вот, а в итоге оказались в Республике Сербской. Да. И там уже официально оформили брак. Да. И однажды, рассказывайте, как вы встретились с героем вашего фильма. Значит, я пою там в храме. Я пою в храме святого князя Лазаря Сербского. Это тоже большой подарок судьбы мне, потому что, без храма жизнь свою не представляю так особо. Я была псаломщицей раньше в храме святых Константина и Елены, в Еленовке, возле Донецка. Вот. И поэтому, когда я приехала туда, и оказалось, там нет певчих. Завершилась литургия в храме.
Все вышли уже сербы. И ко мне подходит тут человек. Он меня смотрит, как ребенок, восторженно, как-то так необыкновенно. И говорит: девушка, вы русская. И я тоже русский, я из Рязани. Ну, я просто была ошарашена, потому что русских там нет. А вообще во всей Боснии и Герцеговине всего 500 человек русских. Так вот, это информация из посольства. И тут, значит, такая встреча. И после этого всего я поняла, что я должна снимать его. Любомир в тот момент готовил свой поэтический сборник, он поэт ведь, и он хотел записать видео своих стихов, исполнение, ну, как для истории. И когда он пригласил нас гостем, супруг знал его, тоже знакомые недавно были, и показал любительские съемки, ну, без штатива, там вот так вот все страшно было. Любомир, говорю: давай я тебе сниму, нормально, говорю. И так, значит, мы стали снимать эту поэзию, по ходу мы уже общаемся, и я понимаю, что там материал такой классный вообще. То есть история его, она в чем-то даже, может быть, Повторяет с вашей коррелируется, мою, да? Так же, как и то, что происходит сейчас на Донбассе, происходило там, да, параллели есть тут. И вот эти параллели, наверное, это тоже очень важная Конечно, конечно. часть, которую стоит, в общем-то, анализировать и разбираться, а почему, почему Донбасс случился. Да. Да. Почему случилась Сербия, почему случился Донбасс, кому это выгодно. Вы об этом тоже, я понимаю, думаете. И пытаетесь этим фильмом ответить на эти вопросы. Ну а что он говорит вам, человек, который уехал после войны в Россию, так долго прожил в России, да, я имею в виду Любомир, что он вам, отвечая на эти вопросы, ну, может быть, то, что осталось за кадром, что он вам говорит? Ну, в общем-то, что просто в какой-то момент их соседи стали врагами. И даже там вот в фильме есть такой фрагмент, когда он рассказывает случай, что ночью столкновение произошло, и один боец нес на себе другого, думая, что свой. А оказалось, что не был свой. А они там и сигареты друг другу давали, и все. То есть понятно, что это запланированный конфликт. Тем, кому они выгодны, эти войны все, да, по всей планете происходят. Там революции эти. Значит, было там, потом здесь. А ведь сербы нас всегда предупреждали, что вот смотрите, братья, вот вам готовится та же да, вы участь, Югославию пропустили, да, и вот в итоге сбылись эти предсказания. Да, вот. И Любомир был готов даже идти защищать Новороссию, как и многие сербы пошли. Вот он говорит, что он русский, да, и фильм называется «Я тоже русский». Что, на ваш взгляд, а может быть, он вам как-то глубже это объяснил, что он вкладывает для себя в понятие «русский»? Ведь не национальности, точно. Нет, конечно. Я могу сказать, что вообще Любомир был более русским, чем некоторые русские, живущие в России. Вот трудно это объяснить, это особое мировоззрение. Это даже, да, конечно, это не принадлежность национальная, это особое мировоззрение. То есть основанное, конечно же, на православии. Вот. И, хотя даже и есть и мусульмане многие, да, которые считаются русскими, не только мусульмане. Вот. Но дело в том, что в основном, конечно, тут зиждется на православии все. Традиции, вот говорят, что консервативные традиции, да, они, наверное, основа такого русского, что ли, мировоззрения, да, но ведь консервативные традиции в исламе присутствуют, все-таки это что-то другое. Вот просто мы часто это говорим, да, но почему-то, может быть, не хватает слова писать это. Вот как вы его почувствовали своим? Что именно вам показалось в нем? Это открытость, это сердечность. На Западе люди в основном, они закрытые. И поэтому на тебя бывает смотрят какого-то чудака и не понимают, ты придуриваешься дурачком или ты правда такой какой-то простачок. Ну да, или подвох у тебя какой-то. Да. То есть они вообще не понимают. Вот те, кто не жил в России, им нас просто вообще не понять.
или там, кто прожил недавно, ну, совсем мало. И не дано этого понять, да, это же и русские классики говорят, что душа русская, да, загадка, да. Вот, поэтому так вот не объяснишь даже. Но вот на уровне чувств это вот происходит, да? Да, То есть, вот, как он вас увидел, да, хотя вы могли быть и просто знающей православные тексты, да, девушкой, а оказалось, он почувствовал, что вы знаете, русская, просто даже вот мой супруг, венчанный мой супруг, да, это мое все. И он не понимает до какой-то степени меня, вот есть какие-то моменты, что он просто не может понять, потому что он не жил у нас. Так много, по крайней мере, как вот ваш герой. Нет, он вообще у нас не жил. Вообще не жил. Нет, просто, мы повенчались в Донецке, у нас было венчальное путешествие по Крыму, вот, и все, пока что. Я почему этот вопрос и многим задаю, не только вам. Вот есть такое понятие «русский мир», да? И Сербия... В Сербии тоже это звучит. Что это такое? Русский мир. Это мир, где живут русские, это мир, где говорят на русском языке или что-то другое. Я думаю, это мир там, где считают себя русскими и ведут себя как русские. Ну, конечно же, любят нашу культуру и развивают, и поддерживают. Я думаю, тут просто корни, они вообще, вот если связывать с Сербией, да, они вообще там глубоко-глубоко. Церковный историк Игумен Петр Драгойлович, он у меня в фильме тоже присутствует и был на премьере фильма в Республике Сербской. Он говорит, что, ну не только он говорит, да, основывается там, на Плинии, там, на разных древнегреческих историках, что русские сербы жили на одной территории. Потом просто, ну, как бы, сербы ушли, да, туда, на Балканы. Вот. Связей очень много. И бабушка царя Иоанна Грозного была сербка. Вот. И потом, значит, царь Николай Романов, да, святой, он очень почитал святого князя Лазаря Сербского. И как бы и их подвиги, они как бы вот соизмеримы вот примерно вот по своей степени, то есть, да. И сербы очень чтут святого царя Николая и вообще русских царей, да и вообще русских за все те годы поддержки, сколько их было, вот, во все времена. Вот смотрите, я, наверное, буду неудобные вопросы задавать, но парочка у меня есть таких неудобных вопросов про Сербию. Даже не про Сербскую республику, да, сербскую, а и Сербию, как отдельное государство, вообще про сербов. Вот часто ведь говорят, что нас исторически что-то сближает. Не вы первые говорите, что Россия помогала и другим православным странам. Я как раз намеренно не буду называть некоторые православные страны, которые, тем не менее, в общем-то, так, особо благодарностью своей в отношении России не отметились. На ваш взгляд, сербы какие-то особые? Почему-то мы должны верить в первую очередь из православных народов сербов? И почему? Вы знаете, они похожи вообще в большинстве своем, я буду, на детей, которые близки к Богу, вот что-то знают там, да, может быть, на какой-то интуитивном уровне, но они в основном не воцерковленные, ну так, в общем, да, большой своей полноте. Ну, давайте так, и русский народ тоже не весь воцерковлен. Ну вот разные случаи бывают, вот как с Любомиром. Вот однажды приехала я в незнакомый город впервые. Меня представил человек от епархии, представил меня своим друзьям. Вот такой круг небольшой, после литургии. И мы дальше уходим на экскурсию. И мы поднимаемся в гору, и я слышу свое имя. Юля. Мне говорят, а кто меня тут знает? Никто. В общем, оказалось, что это женщина, сербка, стояла рядом. И она, значит, просто услышала, что я Юлия, решила познакомиться. Она бежит. Юлия, я волим Русию, я волим святого царя Николая. Волеть, любить. Значит, приезжайте ко мне в гости, она оставляет свои координаты, все вот это вот. И таких вот много всяких случаев, просто сногсшибательных. Там не ожидаешь что-то такое, что увидишь. Один, кстати, тоже вот случай был. У моего свекра есть товарищ. Он слепой дедуля, старый, 80 лет. А вообще вот сербам престижно, что у них там русская, там снайка, как говорится, да. Вот. Жена, да. Ну, это получается для свекров снайка. Получается, то есть что вот когда я стала невесткой,
а они говорят сербская снайка. Это наша сербская снайка. Это определенный уже там какой-то почтенно так. И они гордятся очень. Когда мы повенчались, они рассказывали по телефону всем: ой, у нас русскиня в доме, русскиня, приходите, посмотрите, она такая прекрасная. И этот же свекр мой рассказывал своему другу, какая я там, ну, кто-то там еще где-то услышал, сказал там что-то. И вот, когда мы приехали к нему в гости, к этому слепому человеку, да, почтенному, он несколько раз повторил, что для меня большая честь, что русский человек в моем доме. Вот. У него, значит, книги по Великой Отечественной войне стоят на полочке. Он их там знает, там буквально наизусть, хотя он, ну, сейчас уже слепой тогда, а когда мог, он их читал. Для него это реликвия определенная. Вот. И, то есть, вот, ну, глубина такая присутствует. Ну, а были разве у нас проблемы с украинским народом? Мне кажется, тоже не было. А продали-то политики? Да. Нет ли такой угрозы в Сербии вот сейчас? Вот вы не чувствуете там такую Ну, я не могу ползучую говорить за угрозу? Сербию, там другой президент. Да, да. О Милораде Додике говорят, что он пришел как со стороны, но что он стал патриотом за эти годы. И, в общем-то, ну, чувствуется, что действительно это так. Он делает много каких-то положительных шагов в сторону России. Ну да, мы просто не должны забывать, конечно, что даже, у вас там сложная политическая или даже, как сказать, административно очень сложно устроена Босния и Герцеговина. Не все понимают, что такое. Там ничего не получают, там все средства уходят куда-то мимо. А Милорад Додик даже пресек, там была попытка перекинуть оружие через сторону туда, против Донбасса. Вот, но, слава богу, пресек. То есть вы лично не чувствуете угрозы, но тем не менее, еще раз повторюсь, не народ продает все-таки, а политики. Вот я к тому, что этот народ можно настроить против России, народ уже о народе вопрос, на ваш взгляд. Как настроили украинцы? Часть украинцев, хорошо, часть украинцев. Ну, я не знаю, я не думаю. Вы знаете, у них в истории было много таких моментов спорных, да, когда, например, сербы, рожденные там в Боснии и Герцеговине, да, они военную повинность как бы несли на территории Австрии. Когда была война там, да, немцев, там, австрийцев с русскими, да, значит, они сдавались в плен, но чтобы только не воевать против русских. Интересный пример. Да. Просто времена, конечно, изменились. Хорошо. Другой тогда вопрос. Вот вы вспоминаете о Донбассе, естественно, это даже странный был бы вопрос, да, если бы вы этого не было. Фильм же я посвятила, этот фильм я посвятила непобедимому героическому народу Донбасса и всем защитникам Новороссии. Вот, и вы в самом начале нашего разговора сказали о том, что да, вы одновременно представляете много стран, народов и вообще горячих точек получается, так, по большому счету. Вот вы верите в то, что мир в Донбассе наступит на условиях, которые будут интересны именно народу Донбасса? Или вы думаете, что рано или поздно Донбасс вернется под Киев на условиях Киева? Нет, я думаю, не вернется никогда. А с Киевом он будет дружить? Донбасс? Ну, я не знаю, мы говорим о власти? Нет, мы говорим о людях. Или о ком? О людях. Нет, ну, с Киевом нас связывают великие святыни и Лавра, и много там. И много и людей еще осталось там добрых тоже. Ну, нельзя же это все, конечно, отсечь. Нельзя, конечно. А вот что России делать сейчас, раз вот вы так в вашей судьбе, биографии пересеклась и Сербия, и Донбасс, что России делать вот в тех условиях, в которых она как будто бы за все и отвечает, да? И в то же время, ну, по большому счету, это проблемы других стран, других народов, да, вот та же сербская проблема. Как нам быть в этой ситуации? Русские должны поддерживать всех русских, даже если они сербы, даже если они в Донбассе, всячески, возможными способами. Это очень хорошая фраза, конечно, запомню ее. Русские должны поддерживать всех русских, даже если они сербы. А вы намерены продолжать свою работу и в Сербии, я понимаю. Конечно, да. конечно. А
есть какие-то идеи уже для новых каких-то новых фильмов? Конечно. Если говорить о связи русских и сербов, у меня есть одна задумка, которую я начала уже воплощать, но пока что она остановилась. Этот фильм называется «Ваш друг, дедушка Ратко Младич». Это фильм посвящен генералу Ратко Младичу. Определенная проблема состоит в том, что Запад объявил его военным преступником, и поэтому второй герой фильма, который предполагался со стороны России, он пока что отказался быть этим героем. Собственно, это девушка, которая дружит с генералом 5 лет. И благодаря знакомству нашим с ней, родилась такая задумка. Пока решил просто не показывать это знакомство, она, видимо, да? Да. Политика вмешалась, конъюнктура политическая. Да. Вот. А второе, значит, это я задумываю цикл, и уже я снимаю постепенно, подснимаю материал историков и просто художественный ряд о Великом русском исходе. Вот будет столетие Великого русского исхода. И у меня, в общем-то, цикл задуманный. Я говорю, кое-что уже отснято. Необходимо финансовое вложение еще, чтобы это все осуществить до самого конца. Привлекать к себе надо внимание, участием в таких фестивалях. Скажите, пожалуйста, еще, Юлия, а вот роль и место искусства, да, кино в частности, на ваш взгляд, в отношениях между народами, между народами в первую очередь, даже не между государствами, наверное, потому что политику действительно можно купить. Вот, между народами. Какое вы видите свое место, в частности, роль в этом? Искусства и кино, в частности, вообще искусство, это как мост между народами. Это великая сила, которую нужно использовать в полной мере. То есть, если что-то случилось в Донбассе и в Югославии, может быть, это отчасти и вина в чем-то, и вина тех творческих людей, которые не смогли напомнить свое время, да? И так можно было легко провести народы целые, да? Ну что, Юль, наверное, я поблагодарю вас за то, что вы приехали с своим фильмом в Москву. И, может быть, после представления его на этом фестивале появятся заинтересованные лица, которые помогут вам снять еще не один фильм о России, Сербии, Донбассе. Надеюсь. И вложить свой вклад в решение этих проблем. Спасибо вам. Надеюсь. Благодарю вас. Это был Игорь Шатров. Мы продолжим наше включение, наверное, уже завтра, хотя, может быть, сегодня появится еще какой-нибудь гость до конца, до официального открытия еще есть время, и мы можем продолжить работу. Ну а завтра в любом случае будем продолжать наши прямые включения отсюда.